Dose. Я поощряю вас в том, что больше всего заслуживает вашего прощения ваша семья, твоя жена, муж, твои дети, братья и сестры, родители и родители ваших супруг. Они тоже близкая родня. Простите их, извините их. Говоря «прости», мы не имеем в виду «ничего не делай», потому что иногда мать притесняет твою жену. Это происходит во многих домах. Я думал, это уменьшается, но по факту растет. Как можно? У нас дома невестка, а мы думаем, что она просто служанка без зарплаты. Она должна проснуться во столько-то. Мы должны дать ей указания. Не будем хвалить за то, что она делает, и продолжать относиться к ней, как к служанке или рабыне. Ты на самом деле думаешь, что Аллах сотворил женщину, чтобы, проснувшись, обслуживать свекровь или свекра? Ты на самом деле думаешь, это причина сотворения женщины? Вы не думаете, что у нее более важное назначение? Она делает это как одолжение. Цените это. Я настаиваю, чтобы свекрови и свекры ценили, что их снохи и зятья делают для них. Покажите признательность, говорите об этом, используйте свой язык, он будет свидетельствовать за вас в судный день. Они делают многое. Ну и что? Они устают. Они могут не встать, когда вы хотите. Может, они устали, может, болеют, может, им смотреть за детьми. Вы не знаете. Вы давите и ожидаете, что вас простят. Вы ожидаете прощения. Как? Будьте добры в ваших словах, мои любимые братья и сестры. И у нас противоположная ситуация. И это, когда эти молодые люди вступают в брак, разводятся со своими родителями. Не зависит, сколько раз ты скажешь слово «талак» своему отцу или матери, это не приведет к разводу, потому что эти слова на них не влияют. Они неуместны, когда это касается родителей. Ты обязан быть добрым к ним. Это испытание от Аллаха. Это испытание от Аллаха. Аллах дал тебе родителей, именно этих. Он приказал и велел тебе быть добрым к ним, даже если они не мусульмане. Будь добр к ним. Доброта. Заметьте, мы не сказали подчинение, потому что послушание только в рамках приказов Аллаха. Если они говорят что-то сделать, и это непорицаемо Аллахом, ты сделаешь это для них. А если они попросят сделать что-то противоречащее велениям Аллаха, ты не сделаешь этого. Это удивительно, это уникально, братья и сестры. Это родство от Аллаха. Вы родились в эти руки, в этом кругу. Вы обязаны оказать доброту к ним. Но тему, которую я затронул, это не значит, что ты, простив кого-то, не делаешь ничего для решения. Вы должны что-то с этим делать. Если есть давление одной стороны на другую, как-то остановите это, прости их. Но скажи: «Моя дорогая свекровь, я люблю вас, я прощаю вас, но я бы не хотела повторения этого снова». Вы должны разговаривать. Я знаю мужчин, которые думают, что благо молчать и смотреть, как его мать разносит всех в доме и портит все отношения, нарушает все нормы исляма. Нет, это моя мама, я не могу сказать. Кто говорит? Кто сказал? В каком аяте Корана говорится: «Не останавливай того, кто ругается»? В каком аяте Корана говорится разрешать родителям угнетать тех, кто под твоей опекой? Твоя жена под твоим опекунством. Будь осторожен, реши это по-доброму. Тебя просили быть добрым. Поговори с мамой с улыбкой и добротой. Она может вспылить, разозлиться, расстроиться. Улыбайся, это твой долг. Но говори то, что ты должен. Ты опекун своей супруги. Ты обязан это сказать. Нравится тебе или нет? Нравится ли ей или нет? Нравится ли ему? Или хоть кому? Ты обязан это сказать, если это твой долг. Dose.